Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот и осень. Забот очень много. Сбор урожая. Конечно, все хлопотно, заготовки. Поэтому ролик снимать мне совсем времени нет. Но мне очень-очень хочется с вами поговорить. Поделиться, показать, посоветоваться. Читаю ваши комментарии. Комментарии, конечно, очень хорошие. Меня радуют. Даете мне энергию, способность работать, воспитывать детей, работать и работать. Лишь бы не болеть. Спасибо вам большое, мои дорогие. Я вас очень-очень люблю. Приехала сегодня с утра сестра в больницу, прошла медосмотр, купила таблетки, собирали мы сливу пару ведер, ходили по магазинам, купила она продукты и отвезла я ее обратно домой. Ночевать, конечно, она не стала. Приеду, говорит, в октябре. Пока, говорит, некогда. Сливу собирали, хочет сделать повидло. Ей не терпится работать. Вот такая она у меня неугомонная сестра. Убиралась я у нее немножко в доме. Чай пили, поговорили. Было очень хорошо. Как-то стало легко. Все-таки родная душа. Моя родная сестра, самая старшая. И вам, мои хорошие, сестра Соня и сестренка Минзаля передают огромнейший привет. Желают вам здоровья, удачи, семейного благополучия. Ну вот, мои хорошие, потом я приехала домой, накормила детей, они пришли из школы, сейчас они за уроками сидят. И накормила я живность и поработала немножко в огороде. Конечно, в огороде очень дел много. Не только урожай собирать, но и надо и поработать, ухаживать за огородом. Не люблю, когда растет трава. Не люблю, когда что-то валяется. Обычно я каждый год и осенью, и весной перекопаю землю. Мне так нравится. Кто-то говорит, что не обязательно осенью копать землю, но мне нравится. Мне кажется, если я не перекопаю осенью землю, мне кажется, что у меня не убрано в огороде. Сейчас я вам немножко покажу, что у меня творится в огороде. Созрел терн. Уже пора собирать, уже сыпется. Сливу собирали пока пару ведер. Сестра сделает повидло или варенье, что-нибудь там. Ей не терпится. Пусть работает, раз хочет. Вот терн сыпется уже. Я вот сюда постелила тряпку. Будет сюда сыпаться. Мне кажется, еще чуть-чуть рановато собирать терн, потому что немножко кисловато. Мне очень нравится варенье из терна. Вот он какой. Начала копать землю, где посадила картошку. Следующий год я здесь картошку сажать не буду. Буду сажать вон там, где малина. Здесь будут у меня грядки. Вот здесь чуть-чуть осталось, надо перекопать. Там, где ягоды, перекопала. Здесь немножко. Кабачки растут, конечно, немножко взял мороз. Но все равно еще пока растет. Перекопала я вот здесь грядку большую. Обычно я здесь сажаю огурчиков. Вот с такими булыжниками получилось. Мой старший брат Заки говорит,
Не обязательно комки разбивать. Весной они, говорит, сами разобьются. Перекопала клубнику, рыхлила землю. Клубники созревают. Перекопала здесь клубнику. Вот тоже до сих пор мы едим клубнику. Очень вкусные клубники. Осталось вот здесь убираться. Еще у меня баклажаны надо собирать. Все здесь надо перекопать. Здесь малины, тоже за ними надо ухаживать. Ну, все потихоньку сделаю. Здесь у меня навоз козий. В теплице у меня все так же. Огурчики пока растут немножко, но уже не так. Здесь тоже по краям тоже перекапываю, рыхлю землю. Ой, какая красота, вкусняшка. Здесь у меня растет зимний лук. Ну вот, где-то вот так. Убираться, конечно, с ребятишками мы убрали. Всю траву, ботву. Ну, осталось перекопать. Немножко учатся дети копать. У Кирюши хорошо получается уже. А у младшенького пока ничего не получается толком. Но еще же он маленький. Купила я курочек. 5 желтеньких. Я забыла, как называются они. У них интересные хвосты. А вот эти альметьевские. Они красивые. Посмотрите, красота какая. Вот эти желтенькие курочки, цыплята они. Им всего 5 месяцев. Как только я их привезла, пустила вместе со своими курочками, у меня перестали, думаю, нести яйца мои курочки. Взяла я обычно 6-7 штук в день. У меня их 8 только. Они у меня почти каждый день несутся. А как только их купила, я начала взять в день по 2 яйца. И смотрю, у меня, где несутся яйца, там все сено мокрое. И один прекрасный день я вышла, вот эти альметьевские клюют яйца. И я их решила пока отдельно закрыть. Хулиганки они. Но они красивые, мне они очень понравились. Поэтому я их купила. У меня свои курочки уже старые. Купила я их по 400 рублей. Вот эти белые вообще красивые. Посмотрите, красота какая. Я им и витамины даю. Вот посмотрите, у них хвостики какие. Может, у кого-то, у моих подписчиков или у зрителей есть курочки такие. Может, они мне напомнят, как называются такие курочки. Но мне они понравились, конечно. Поэтому я их взяла. А вот белые вообще красивые. Посмотрите. Какие-то альметьевские, серебристые. Называются, не знаю. Не помню я их, забываю все. Купила я витамины, корм разный.
даю мешанку, и творог даю, и зерно даю, песок даю, рябушку давала. Все равно они нестись и не думают. А хозяйка сказала, вот эти серебристые, они, говорит, неслись, а эти пока нет. Вот красавицы мои. Ну, пока я их отдельно закрыла, посмотрим дальше, что будет. Даю траву. Хозяйка этих куриц сказала, что они неслись. Не эти цыплята, а серебристые. Вон какая красота. Что? А вот мои уже спать ложатся. Да, ага, говорят. У меня еще вот такие два цыпленка есть маленькие. Курица вывела. Он петух подглядывает. Не трогаю я твоих куриц. Спокойной ночи вам. Вон какое небо интересное. Привет, моя хорошая. Привет, я тебя давно не снимала. Я тебя давно не снимала. Ты обиделась, да? Я тоже на тебя обиделась, моя хорошая. Ты детей не рожала в этом году. Почему? А? Ух ты, хулиганка ты моя. Поздоровайся с моими подписчиками. Только язык не показывай. Ты очень любишь язык показывать. Зубы показываешь. Красота ты моя. А вот маленькие. Эти прошлогодние мальчики они. Ой, дерутся. Не деритесь. Чего вы деретесь? А? Ну-ка разберись с ними. Вот у нее живот большой и рожать не хочет. Ой-ой-ой. Ох ты моя красота, ты моя бородатая красота. Ух ты моя. Красотулька ты моя. Мальчики постоянно дерутся. Что за хулиганы вы, а? Постоянно деретесь. Нельзя драться. Я вот вас снимаю. Не стыдно вам будет? А? Как надутые они у меня. Вон же. И звезда Ютуба тоже такая же. Она не беременная. Не хочет рожать. Все. Уже вечер. Спокойной ночи вам. Я вас накормила, напоила. Теперь спать. Спать. Красотулька ты моя. Цветочки, конечно, очень красивые. Они нас радуют. Мы радуемся. Какая синяя красивая.
Розочки, красотулечки сидят. Хризантема мультифлора. А эта хризантема пока не цветет. Какая большая шапка. Отцветают уже на улице тоже цветочки. Был мороз. Вон их надо уже выдернуть. Погода замечательная. Все тихо, ветра нет. Красота. Надо с ребятишками выходить на улицу гулять. Посмотрим уроки, проверим и выйдем с ними погуляем. Тоже хризантема. Запах такой ароматный. Полынью пахнет. Посмотрите, какая роза. Цвет какой красивый. А запах... Ой. Магазинные розочки так не пахнут. Магазинные розочки, они пахнут плесенью. А эти розочки ароматно пахнут. Очень приятный запах. Ой, вот какая красота. Сильнее. Ну, как вы поживаете, мои хорошие? Как ваши дела? Я долго не могла вам показать свои выпечки. Быстренько пеку и детей накормлю. Снимать некогда. Поэтому вы меня уж простите. Как только полегче станет у меня с делами огородными. И мы с вами будем вместе печь разные вкусности. Ягоды. Что-то дети не хотят ягоды кушать. Собираю, конечно, варю компот. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия, много-много радостных дней. Всем пока-пока, до следующих встреч.